Вот я говорил о той иконе Калужской Божьей Матери. Единственный образ Божьей Матери не с младенцем в руках, а с книгой. У нас пришедших к Богу очень много людей, поэтому для них это эти все иконы, которые вы нам привозите и дарите, они не просто иконы, они сюда с душой приезжают. И люди это чувствуют. Оно займет достойное место среди. Как говорят, Бог помощь. У каждого российского региона есть территории здесь, на Донбассе, на которой мы взяли шефство. У Калужской области это город Первомайск, Луганской Народной Республики, и мы давно и очень тесно, и по-доброму, по-товарищески, по-дружески, я бы даже сказал, уже с ними работаем, сотрудничаем, помогаем восстанавливать социальную инфраструктуру, коммунальную инфраструктуру, гуманитарную помощь оказываем, ну и просто вот уже дружим со многими-многими ребятами из этого замечательного города. Ну и, конечно, в Донецке я уже не первый раз, но здесь, в гостях у Пятнашки, я впервые, хотя подразделение не чужое для Калужской области, родное. Здесь служат давно уже, с самого начала практически люди, которые родились в Калужской области и сегодня называют и чувствуют себя калужанами. Это очень здорово для нас, это особенно ценно. Мы были в Калуге, и нас там встречали, мы имели общение с руководством области. Помимо этого мы с учителями в институт заехали. Ну, там была такая хорошая встреча нас, и каждый пытался понять нашими глазами, что мы видим, что происходит, как происходит. Ну и мы поняли, что это очень такой правильный город, очень много что там интересного есть. Мы назвали его, наверное, мозгами страны, потому что там реально много полезных институтов, которые работают на страну. И нам было интересно общаться с руководством, которое это все развивает и поддерживает. И приехав на Донбасс уже, в зону СВО, губернатор посетил те воинские части, которые подведы получаются в области, которые находятся на территории области, но сегодня воюют здесь. Он проехался, это его земляки, он с ними повстречался, но после решил с ответным визитом заехать к нам, привезти нам икону, привезти нам гостинцы. Нам было очень приятно. И нам было очень приятно, что человек простой, доступный, и он реально понимает, что страна воюет, и чем может, надо поддержать. Поэтому это был ознакомительный визит, я думаю, и не последний. Приезд командира Пятнашки, Ахры, конечно, для нас был очень ярким, очень интересным событием. И когда в КГУ все это проходило, там, с большим интересом студенты смотрели, слушали, внимали каждому слову, мне кажется, ответ очень простой. Вот давайте вспомним фразу Данила Багрова из фильма «Брат». В чем сила, брат? В правде. И когда человек говорит правду, ему верят. Ахр говорил правду, ему поверили, и это здорово, это правильно. Но без всякого сомнения, такие встречи вызывают огромный интерес, и она не должна быть единичной. Такие встречи нужно проводить, и мы ждем у себя Ахру вновь в гостях, и уверен, что эта встреча состоится в ближайшее время. Когда ты принимаешь решение, сегодня губернаторы должны, обязаны принимать решение, такое поручение непосредственно дал президент Российской Федерации по организации мобилизации, по организации призыва на службу, по организации помощи бойцам. Ты сталкиваешься в целом с какими-то большими, такими серьезными вещами, но эти большие серьезные вещи всегда складываются из отдельных человеческих жизней. И пока ты сам своими глазами не увидишь, пока не пощупаешь, ногами не пройдешь теми путями, которыми потом предстоит идти этим людям, в том числе и ребятам из Калужской области, но я считаю, что очень трудно принимать правильные и взвешенные решения. И я считаю, что любой руководитель любого уровня, если он хочет принимать решения осознанно, ответственно, должен побывать там, где эти решения потом будут воплощаться в жизнь. Не приехав сюда, не пощупав, не
не убрав вот этот люфт между простым бойцом и чиновником, вот здесь не сев, грубо говоря, у костра не поесть, а просто там из банки тушенку одну на двоих и не пообщаться по-дружески, то это значит ничего не понять. Если немножко оглянуться в историю России, то в самые сложные времена, когда перед страной стояла большая угроза ее существования, всегда на передовую выходили добровольцы. Это было и в Великую Отечественную войну, это было и когда на нас нападал Наполеон, это было и когда ополчение Минина и Пожарского вставало для того, чтобы поляков прогнать с нашей земли. Это действительно такая наша русская история. И то, что сегодня есть у нас добровольческие батальоны, по большому счету, людей, которых никто не мобилизовывал, никто не призывал, никто им не командовал, что это нужно сделать, и по-другому быть не может. Это их выбор, их собственный выбор. И этот выбор сегодня кристаллизуется вот в таких людях, в таких решениях, в таких батальонах, как «Пятнашка». Но вообще от командира такого известного подразделения, от общения с командиром можно ожидать разного, и жесткости, там, чего угодно, да, но здесь я точно увидел, что «Пятнашка» для командира, для Ахры – это семья. И то отношение, которое есть между командиром и подчиненными, и отношение к жизни, и отношение к вот той непростой задаче, которую они выполняют, конечно, это очень по-человечески подкупает, очень теплое и в то же время требовательное, конечно же. Так получилось, что сегодня в Спарте, тоже известном донецком подразделении, служит наш земляк, служит Дмитрий Афанасьев, руководитель Калужского отделения Народного фронта, наш хороший друг. Сегодня занимается он подготовкой специалистов беспилотной авиации, беспилотных аппаратов летательных, учит, сам осваивает новую специальность, да, но и учит, конечно, уже здесь бойцов для того, чтобы максимально эффективно использовать это оборудование. Те работы, которые мы делаем, выполняются отлично. Но Калужская область гордится такими ребятами. Я очень рад, что могу тебе пожать руку здесь, в Донецке, в Спарте, и слышу только хорошие отзывы о твоей работе. Спасибо вам большое, Александр Валерьевич. Спасибо и администрации, и законодательству собрания Калужской области, и всем жителям Калужской области, потому что знаю, что очень много жителей помогают, то есть много передается помощи гуманитарной бойцам, местному населению. Это здесь позитивно воспринимается, это нужно. И самое важное – это поддержка словами и делом, который ощущается здесь на фронте. Мы привезли там определенные подарки, если это можно сказать, да, на самом деле, практически очень важные вещи для этой работы. Очень рассчитываем, что они пригодятся ребятам здесь на специальной военной операции. И готовы, мы вот с ним буквально сегодня об этом переговорили, готовы такой центр с помощью Спарты, с помощью специалистов, которые там работают в Центре подготовки беспилотных летательных аппаратов, организовать в Калужской области. У нас есть для этого возможности, есть специалисты, есть промышленные возможности, производство этой техники, поэтому готовы это делать. И будем это делать вместе. Вот в Калужской области мы недавно организовали полигон для подготовки бойцов. Там есть и вопросы там, подготовки снайперов, и вопросы тактического ведения боя, окопы, блиндажи. Такой вот современный, с учетом всех нынешних реалий войны, полигон. Конечно, мы привлекали специалистов, но нам также важно, чтобы здесь люди, побывавшие в этих переплетах, приехали, посмотрели, как это организовано, что еще лучше сделать там можно. А может быть, и впоследствии помогали нам готовить тех ребят, которые готовы добровольцами прийти сюда воевать. Губернатор одного из бойцов удостоил, чтобы он был помощником главы, советником именно в этом направлении, по взаимодействию с подразделением. Но мы сказали, что наше подразделение, оно не просто подразделение, вы можете делегировать свои, например, какие-то вопросы, интересы или там другие воинские части, где калужане служат, мы бойца не будем сковывать в этом. У него есть
полностью карт-бланш представлять область здесь и пытаться ей помочь. Еще до начала специальной военной операции у нас такая появилась идея организовать большой музей войн и конфликтов, в которых участвовали калужане, ну, начиная там с Афганистана, на самом деле и в других локальных войнах мы участвовали, но сейчас получилась такая совершенно новая история. Такой музей мы обязательно организуем, и он уже будет не маленьким, не кулуарным, а таким серьезным и большим. Мне передали флаг пятнашки, для нас это очень важный символ, и это будет главный, наверное, экспонат этого музея. Пока музей мы будем создавать, он на нашей большой выставке самых значимых, самых видных свидетельств нашего общения будет размещен, и когда вы приедете в Калужскую область, вы это увидите. Мы передали в ответ флаг Калужской области, я уверен, что Пятнашки он тоже займет свое почетное место. Сегодня калужане как никогда сплотились и вместе помогают, делают все, что нужно для того, чтобы поддержать ребят на фронте, для того, чтобы поддержать ребят, которых мобилизовали, добровольцев, тех, кто служит там в Росгвардии, в Министерстве обороны, всех, кто сегодня здесь, на Донбассе.